сотрудники органов внутренних дел в новых условиях достойно выполняют поставленные задачи. В минувшем году полиция Татарстана в связи с эпидситуацией работала с высокой нагрузкой. Ежедневно проверяли соблюдение антиковидных правил. За нарушение составили около 200 тысяч протоколов. Это огромная работа, и мы видим, насколько от этой работы мы сумели снизить негативные последствия. И сегодня эта работа продолжается. Как доложил Артем Хохорин, впервые за последние 4 года преступность в Татарстане пошла на убыль. Стало меньше убийств, разбоев, грабежей. Раскрываемость убийств достигла почти 98%. Это самый высокий показатель за последние 26 лет. Всего в прошлом году органы внутренних дел раскрыто более 23 тысяч уголовно наказуемых деяний. В последние годы мы обеспечим, если не 100%, то весьма близко к этому значению, раскрываемость наиболее тяжких видов преступлений. Несмотря на нагрузку, реализованный нами комплекс мер по противодействию криминальным вызовам, высокий уровень взаимодействия с другими правоохранительными органами, министерствами, ведомствами, районными администрациями позволит сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике. При этом в минувшем году в Татарстане более чем на 8% выросло число кибермошенничеств. Это и похищение с банковских карт, вымогательство. По числу расследованных преступлений Татарстан занимает 2-е место в стране. При этом процент раскрываемости не более 25%. Такая ситуация по всей стране. Рустам Минниханов поручил повысить финансовую грамотность населения. Большую роль играет финансовая грамотность и информированность населения. Министерство образования, Министерство цифры и Татмедиа следует активизировать работу. Еще одна серьезная задача – борьба с экстремизмом и пресечение попыток увлечения молодежи в деструктивные группы, в том числе в интернете. Крайне важно не допускать вовлечения молодежи и особенно несовершеннолетних, не согласованные массовые акции протеста, оградить их от различных провокаций. Жестко пресекать все попытки дестабилизации ситуации. Это совместная задача правоохранительных органов, исполнительной власти, местного самоуправления и, конечно же, общественных организаций. Также в приоритете на этот год остаются борьба с коррупцией, наркотиками, незаконной миграцией, обеспечение порядка на дорогах. С начала года в республике выросло число ДТП. Серьезно озабоченно называют тенденции, которые проявилась в январе. Вот, на самом деле мы уже не только в желтой, красной зоне. Я не пытаюсь кого-то обвинить, но может и стечение обстоятельств, но как бы ни было, это общая наша работа и комиссии по безопасности движения, и наши муниципалитеты. Как отметили, нагрузка на полицию усиливается и в связи с недокомплектом состава. Сейчас он составляет 12%. Рустам Минниханов поручил правительству и муниципалитетам улучшить условия для личного состава. Эта работа очень важна. Если у нас личного состава не будет, и вот такая текучка будет, ну и, Фарид Хайрулович, мы как-то должны свой голос, у нас и депутаты есть, донести, ну как же 33 тысячи, значит, заработной платы полицейского. Что мы хотим? В этом году Татарстан ждет целый ряд крупных международных мероприятий. В первую очередь это празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Полиция должна, как и ранее, четко сработать для обеспечения полной безопасности. Дмитрий Айринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.